Предстоящие учебные пуски ракет украинских ПВО в акватории Черного моря уже привели к очередному серьезному обострению между Россией и Украиной. Российские войска противовоздушной обороны в Крыму приведены на усиленный режим несения службы. Также на особый режим переведены боевые корабли Черноморского флота, которые оснащены противовоздушными системами защиты. Об этом сообщило сегодня государственное агентство ТАСС. В ответ на планы Киева провести в непосредственной близости от полуострова Крым учения ПВО с применением зенитных ракет средней дальности. Стрельбы пройдут в Херсонской области в акватории Черного моря. Все боевые учения и испытания проводятся в строго плановом порядке. Все, что касается международных договоров и предупреждений, Украина выполняет. Все запланированные учения будут обязательно проведены. Любые угрозы не могут помешать выполнению этих планов на территории суверенной Украины. И никто не будет указывать, что нам здесь делать. Ранее сегодня украинский еженедельник «Зеркало недели» со ссылкой на высокий источник в Минобороны Украины сообщил, что в украинском военном ведомстве получили письменное предупреждение от Министерства обороны России, в котором якобы российские военные грозятся сбивать запущенные в рамках учений ракеты, под удар попадут и пусковые установки. В Москве информацию об этом письме не подтвердили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ничего об угрозах Минобороны не знает. Свою оценку предстоящим учениям официально дал пока только МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сегодня связала украинские учения с прошедшими недавно выборами президента США. Это очередная крупномасштабная провокация украинских властей, нацеленная на эскалацию конфликта между Украиной и Российской Федерацией. Провокация рассчитана на то, чтобы добиться жесткой реакции со стороны России. Я не исключаю, что дело состояло и в том, чтобы после победы кандидата на выборах в США Дональда Трампа всеми силами попытаться сохранить США в качестве своего главного покровителя. Ответил Марии Захаровой Александр Турчинов. Секретаря Совета по национальной безопасности в Киеве многие считают одним из главных инициаторов предстоящих учений. Угрозы применить оружие против Украины – это попытка перевести в активную фазу гибридную войну, которую Россия ведет против нас на протяжении 3 лет. Мы и дальше будем укреплять обороноспособность нашей страны и продолжим ракетные учения и испытания в соответствии с утвержденными планами и графиками в границах нашей суверенной территории и нашего воздушного пространства. В предстоящих украинских учениях главное – это воздушное пространство в районе стрельб. За несколько дней до учений украинское агентство «Украэрорух», которое отвечает за безопасность полетов, разослало всем авиакомпаниям дополнительные инструкции для полетов воздушных судов над акваторией Черного моря. По этим картам понятно, что закрытым для полетов является зона к западу от полуострова Крым. Для разъяснения, какие конкретно участки неба будут закрыты, мы обратились в штаб ВВС Украины. В оповещении НАТАМ уточняются размеры зоны проведения стрельб в северо-восточной части Черного моря. Восточная граница этой зоны проходит в 30 километрах от северо-западного побережья Крыма, а зона пусков находится в 90 километрах от Крыма. Это полностью исключает какую-либо угрозу жителям полуострова. Также приняты меры безопасности для проведения непосредственно самих учений. Просчитаны все риски. Об этом проинформировано Министерство иностранных дел и Украэроцентр. Какие-либо попытки вмешательства и обвинений украинской стороны в создании угроз в зоне проведения стрельб являются провокацией. Российское агентство «Росавиация» по поводу запрета на полеты выпустило свое обращение к пилотам авиакомпаний, в котором заверило, что полетам над Крымом ничего не угрожает. Воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет. Но остается только добавить, что полеты в воздушном пространстве Крыма на данный момент осуществляют исключительно российские авиакомпании. Зачем проводятся учения и чем они могут завершиться, мы сегодня спросили у генерал-лейтенанта, в прошлом замначальника Генштаба Украины Игоря Романенко. Вот Украина начнет проводить учения и стрелять из зенитно-ракетных комплексов. По мишеням своим. Какие это будут комплексы? Это секрет, вы можете хотя бы некоторые из них назвать? Это комплексы среднего радиуса действия. Может ли теоретически, или может быть даже это запланировано в рамках учений, произойти ситуация, в которых украинская ракета залетит на какую-то территорию, которую Россия посчитает своей, и это вызовет, как раз спровоцирует такую реакцию, да, которая называется провокацией? Любое испытание сложного вооружения, а ракетное вооружение – это сложное техническое вооружение,
это коллективное оружие, поэтому имеется вероятность разных обстоятельств, в том числе и те, о которых вы говорите. Но совсем недавно, в сентябре-августе, несмотря на все эти сложности, Россия провела и сформировала группировку со всеми вооружениями, современными, коллективными, ракетными, авиацией, ядерным оружием, ВКС свои, военно-космические силы, воздушно-десантные силы и все остальное, где вероятность была очень велика. Но они это дело, так сказать, посчитали как необходимым, и все это использовали, и провели с группировкой 120 тысяч, более. Это достаточно для того, чтобы начать широкомасштабные действия против Украины. Все это было сосредоточено на юго-западном направлении. А может такая случиться ситуация, что, например, Россия собьет украинскую ракету, и это вызовет, спровоцирует ответную реакцию украинских военных? Ситуация может быть всякая, тем более, что они заявили, что в случае проведения нами испытаний, вот этих, так сказать, учений, с точки зрения боевой подготовки, то они применят ракетное оружие. То есть, если это случится, то это, конечно, приведет к усугублению этого конфликта. Поэтому были заявления секретаря о том, что возможна частичная мобилизация. И если будет дальнейшая эскалация, то вплоть до военного положения и так далее. Что при этом Украина, ведь Украина при этом считает крымское небо своей территорией. Поэтому с точки зрения Украины это не нарушение никаких границ, или я не так. Я еще раз подчеркиваю эту мысль, что проводится не без учета воздушного пространства на территории Крыма. Угу. Это понимаемо? То есть воздушное пространство, которое используется. О какой территории России говорит, когда утверждает, что зона, объявленная бесполетной, залезает на 10-12 километров на территорию, контролируемую Россией? Что имеется в виду? Имеется в виду то, что по их расчетам вот на такой территории, то есть эта зона гораздо больше, и поэтому, если задаться целью, они это делают, то эта территория заходит на территорию, аннексированную воздушного пространства, на такое, а там она вообще вся территория прикрываемая, она гораздо больше. И если там на отдельные километры, то это вопрос, так сказать, России. Теперь вопрос, что с этой точки зрения должны сделать гражданские авиакомпании? Как вы себе представляете их то, что они должны делать дни? по международному законодательству. Воздушное пространство, которое закрыто Украиной, не входить. А если Россия утверждает, что это их пространство и не закрывает его? Или такого ситуации даже теоретически не может быть? Во многом в этом и вопрос. Они утверждают, что Крым это их, Донбасс это тоже юридически не утверждают, но делают то, что их и так далее. То есть это вопрос без конца. Это вопрос до тех пор, пока, как они видят, не будет решен в их интересах. Тут ведь, но понимаете, для этого есть позиция Украины, по всем этим вопросам, которые Украина должна реализовывать со своими вооруженными силами и отстаивать эти интересы. Тут ведь, понимаете, все вспоминают в связи с этим печальные события, когда ракетой был сбит израильский самолет. И тогда, поправьте меня, возможно, я не прав, ракета была выпущена украинскими военными по телеметрии с радаров, которые передавала российская сторона. Если сейчас вдруг гражданский самолет окажется в зоне поражения в эти дни и произойдет какой-то инцидент, это будет, как вам кажется, на весь мир очень жесткая реакция последует, и даже непонятно, как трудно предсказать. Возможно, это тоже должно учитываться, я еще раз говорю. А это учитывается, как вы считаете? Слушайте, вы задали вопрос, дайте мне отвечать. Хорошо. Так вот я говорю, что тот случай, о котором вы говорите, там по временным параметрам, сроки пуска были превышены. То есть уже должно было закончено. Здесь мы установленным порядком, установлены сроки не только до России, а до всех государств, как это делается, довели закрытие воздушного пространства, причем воздушное пространство, которое касается того пространства в воздухе и под ним на земле, которое относится к Украине. Конечно, всегда можно сказать, что зашли там 300 метров, 500 метров и так далее.
как голландский Боинг. Мы закрыли пространство по высоте на 9500, Боинг шел на километре, разница в 500 метров, и был сбит. И мы обвиняемся, что не закрыли на 10 тысяч метров. То есть всегда и при желании можно найти, так сказать, что, чего и как, по любому поводу, в том числе и здесь. Как вы думаете, получит ли продолжение этот спор между двумя странами в ИКАО, организации, которая контролирует и обеспечивает безопасность международных авиаперевозок? Если Россия не добьется, так сказать, своих результатов, поставленных и задач, которые они видят в этом инциденте, они будут использовать любые возможности, в том числе и ИКАО. Для Украины это проблема или есть сильные основания? Проблема вообще взаимоотношений между двумя государствами, между вооруженными силами. И если у государства Украины была отнята территория аннексированная, если ведутся боевые действия на Востоке, то проблемы есть и будут до тех пор, пока мы не восстановим целостность своего государства и не отстоим свои интересы. И последний вопрос. Скажите, а как вы думаете, украинские военные, приедут ли иностранные военные наблюдатели на пуски зенитных ракет украинскими военными? Будет ли кто-то их контролировать из ваших? Нет, это Нет. Самостоятельные учения. Да. Спасибо огромное. Спасибо за подробные ответы. Спасибо, Игорь Романенко.